Странный выбор для утреннего просмотра. У тебя что, новое пристрастие? Ну, я бы не назвала это своим пристрастием, но мне однозначно нравится. К тому же сегодня, 11 декабря, отмечается Международный день танго. Здорово. А ты, кстати, знала, что виновник этого праздника знаменитый на весь мир певец Карлос Гардель? Певец? Ты ничего не путаешь? Нет, ничего не путаю. Настоящая слава и популярность пришли к певцу, когда он начал именно петь танго. Так он стал первым официальным исполнителем танго, открыв таким образом эру танго-песни. Ведь до этого момента танго воспринималось как сугубо танцевальная музыка без слов. И теперь во всем мире в его день рождения отмечается этот праздник. Признаюсь честно, для меня это новость. Ну что, дорогие телезрители, не переключайтесь. Сегодня в компании с нами вас ждет яркое и танцевальное утро. Доброе утро, с вами Канарейки. Бывает так, что какой-то эпизод фильма становится известным порой даже больше, чем картина целиком. Это, конечно, сцена танца полковника Слейда и очаровательной незнакомки из киноленты «Запах женщины» с несравненным Аль Пачино в главной роли. Начиная с умопомрачительной мелодии и заканчивая финальным па. Это танец совершенства, о котором хочется говорить бесконечно. Ну, не знаю, как насчет бесконечно, но поговорить мы сегодня об этом танце сможем. И у нас в гостях Екатерина Никифорова, тренер по спортивным танцам. Екатерина, доброе утро, проходите, присаживайтесь. Спасибо, что это раннее утро вы сегодня встречаетесь с нами. Спасибо вам за приглашение. Екатерина, расскажите историю этого танца. Я думаю, вы как представитель должны, наверное, знать ее. Историю танго. Да, танго. Ну, танго – это танец изначально латиноамериканский. Он зародился в Аргентине. У нас мы используем этот танец уже стилизованный. Он у нас танцуется несколько в другом стиле. Есть два направления танго. Есть аргентинская танго, есть именно спортивный вариант танца танго. Мы используем именно спортивный вариант. Екатерина, вы сами сколько лет уже в танцах? 22 года. Ого, такой серьезный срок. А почему выбрали именно бально-спортивное направление? Ну, я занималась в детстве разными направлениями, кавказскими танцами в том числе, но спортивные танцы больше всего привлекают меня как танцора, теперь уже как тренера. Екатерина, вот вы когда закончили уже свою танцевальную карьеру, вы не оставили танцы, а стали преподавать. То есть танцы стали вашей неотъемлемой частью жизни. Правильно? Ну, танцы – неотъемлемая часть моей жизни вообще с 6 лет, потому что у меня с 6 лет интенсивные тренировки, нагрузки. И еще танцуя, я параллельно уже начала преподавать. То есть я преподаю с 15 лет. Постепенно я вливалась в тренерскую карьеру. В молодом возрасте достаточно стали уже тренировать деток. Я, насколько знаю, у вас танцевальная школа. Скажите, сколько сейчас в этой школе занимается детей? Или, может быть, не только детей? Нет, у нас в школе сейчас занимаются только дети. У нас несколько филиалов по республике, в Беслане, в станице Архонской, в Заводском и несколько по городу. Ну, в общей сложности около 100 детей, наверное, тренируются. Да немало. Да, внушительная цифра. Но танцы я вообще считаю, в принципе, очень интересный такой спорт. И именно что касается детей, за детьми как-то особенно приятно бывает всегда наблюдать. И я предлагаю вам вместе с нашими телезрителями посмотреть как раз-таки об этом сюжет. Давайте посмотрим. В танцевальном спорте наша страна имеет очень высокий уровень мастерства, а среди детей это направление пользуется большим успехом. У нас же в республике этот вид спорта пока не так популярен. Мы стараемся не отставать. У нас детки выезжают на соревнования из нашей республики, занимают призовые места на турнирах различного уровня и чемпионатах России в том числе. Совсем недавно малыши вместе со своим наставником вернулись из Минеральных вод. Там проходил очередной турнир. 10-летний Костя танцует всего 2 года, но уже довольно часто становится призером и победителем различных соревнований. У нас бывают соревнования в городе и в других городах. Последний раз мы ездили в Минводах, и там мы танцевали медленный вальс, квикстеп, венский вальс, самбо, джайв и
ча-ча-ча. Мы с моей партнершей выиграли кубок квикстепа и самбы. Уже 30 лет Нина Кравченко занимается танцами. 10-летним ребенком она поняла, что хочет популяризировать этот вид спорта и обучать детей. И в 19 лет начала свою тренерскую карьеру. Под ее руководством 4 спортсмена республики получили разряд кандидатов в мастера спорта. Нина Викторовна имеет специальное спортивное высшее образование и уверенно заявляет, что танцевальный спорт полезен для развития ребенка. Понятно, что мы хорошо развиваем опорно-двигательный аппарат, хорошо развивается координация, мышление. Для того, чтобы достичь высоких результатов, в нашем тренировочном процессе используются знания математики, анатомии, физики. И, естественно, дети с младшего возраста знакомятся с какими-то нюансами из этих предметов, будучи еще совсем малышами. Все это необходимо, чтобы понимать конструкцию самого танца, технику и передвижение. Родителям педагог рекомендует приводить детей в танцевальный спорт с 3 лет. Уже на практике много деток, воспитанных с этого возраста. И возраст у нас без ограничений. Безусловно, сам тренировочный процесс строится по-разному. Детки начинают с разминки, и они начинают обучение с 2 танцев. Это медленный вальс и ча-ча-ча. Это основа европейской программы и основа латиноамериканской программы. Родители признаются, после первой тренировки дети не могут остаться равнодушными к танцам и ходят на тренировки с большим желанием. Семья Бармухатбековых переехала в Владикавказ из Армении. Там Аиша 2 года занималась танцами. Настрой юной спортсменки серьезный, поэтому продолжать посещение танца решили однозначно. Безумно влюблена в эти танцы, и она даже, вот у нее бывает такое, мы задаем ей вопросы, кем она хочет стать в будущем. Одним из направлений она выбирает, что хочет быть тренером по танцам, вот, спортивно-бальным. Так что ей очень нравится, и мы тоже довольны и рады, видим стремление ребенка участвовать в каждом соревновании, как она волнуется, как мы волнуемся, как мы готовимся к этому. Помните, главное, чтобы малыши ходили на тренировки с энтузиазмом. И даже если вы понимаете, что из ребенка в будущем не получится сделать чемпионом, танцевальный спорт – это возможность избавиться от комплексов, раскрепоститься и обрести хорошую физическую форму на долгие годы. Как вы считаете, много зависит именно от тренера? Я думаю, что от тренера зависит очень много, потому что дать правильное направление, дать правильную мотивацию, это же не просто показывать, как танцевать, это в какие-то моменты поддерживать танцоров, в какие-то моменты работать с родителями, потому что бывают разные психологические неудобства, потому что все-таки большой коллектив, в паре танцуют 2 человека, у них 2 родителя, все равно бывают какие-то недопонимания. Вас как-то заставляли ходить на танцы? Или это был ваш осознанный, я не знаю, насколько это может быть осознанный выбор в 6 лет, как вы попали в танцы, может так сказать? Меня привел в танцы папа. Изначально мне, естественно, все очень нравилось, но, опять же, когда начинаются интенсивные тренировки, когда у тебя нет выходных, у тебя постоянно выезды, турниры, тренировки, другие дети имеют возможность погулять, поиграть, и, конечно, в какие-то моменты хочется сказать, что все, я больше не буду. Бывало и такое, но крайне редко. Я так понимаю, если занимаешься серьезно, это действительно такой же настоящий спорт, как, не знаю, легкая атлетика, как фехтование, то есть как любой другой вид спорта, такой же, только чуть-чуть по направленности, просто отличающийся. На самом деле, я бы сказала, что точно такой же в плане нагрузки, потому что, во-первых, у нас также есть спортивные разряды, точно так же, как в других видах спорта, точно так же они присваиваются. Нагрузка, я бы сказала, даже иногда больше, чем в других видах спорта. У нас спортсмены, которые тренируются и готовятся на какие-то чемпионаты важные, они тренируются по 6-7 часов в день. Это такие серьезные нагрузки. Да. Екатерина, я хочу заметить, что вы находитесь в отличной форме, и не могу не спросить, как вы ее поддерживаете. Может быть, поделитесь с нами рецептом, не знаю, какого-нибудь низкокалорийного завтрака, например? Нет, на самом деле секрет прост. Много работать, не бывает времени на завтраки чаще всего, иногда и на обеды. И, естественно, много движения, потому что, работая, я, безусловно, показываю все элементы детям, и это постоянная спортивная нагрузка. Скажите, вы заставляете своих учеников как-то поддерживать форму? И вообще, может ли лишний вес помешать в танце?
Ну, лишний вес, безусловно, мешает в танцах. Мало того, что это эстетически смотрится не очень красиво, во-первых, а во-вторых, это действительно тяжело. То есть у нас вид спорта много подвижный, а они танцуют 5 танцев подряд, лишний вес, он, конечно, просто мешает. А со своими учениками как часто вы выезжаете на какие-то соревнования, турниры, и вообще присутствуете ли вы, вот именно когда у них какой-то вот такой соревновательный процесс с ними рядом? Ну вот сейчас у нас, получается, за 3 недели было 3 турнира. В Краснодаре, в Москве и в Ялте. Вот сегодня я как раз прямо с поезда к вам. Екатерина, ну поделитесь тогда результатом, с которым вы приехали. Результатов много, потому что танцевало много ребят, большое количество на каждом турнире. Есть первые места. Вот сейчас в Ялте 4 первых места мы привезли, 2 вторых места, 1 третье. Как здорово, мы вас Внушительные поздравляем. результаты. Да, здорово. Спасибо. Ну, вы лично присутствуете, то есть всегда с ребятами рядышком поддерживаете, настраиваете? Да, безусловно, на каких-то соревнованиях я работаю в судейской коллегии, то есть оцениваю танцевание других детей. На некоторых турнирах просто присутствую с ребятами как тренер, поддерживаю, помогаю и так далее. Здорово. Да, и у меня есть небольшой сюрприз для вас. Мы, ребята, которые тоже приехали с соревнований, подготовили танец. К сожалению, это не танго, потому что площадка не очень большая, но это, безусловно, красивый танец. Я надеюсь, что всем понравится. О, это очень интригующе. Спасибо, Екатерина, что были с нами, а мы, наверное, спасибо. посмотрим номер. Правильно. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. The sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me, and turn the lights out now I'll take you by the hand you another drink it if you can you spend a little time is slipping away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. You cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me, and turn the lights out now I'll take you by the hand you another drink it if you can you spend a little time is slipping away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Адажо, арабеск, батман, батри, падебуре, бризе. Ты прочла какое-то заклинание. Нет, никакое это не заклинание. Это мое новое увлечение. Ну, точнее, забытое старое. Вспоминаю балетную терминологию. Танго, ты знаешь, это, конечно, очень красивый, завораживающий танец, очень экспрессивный и яркий, но я все-таки в большей степени являюсь поклонницей классики. Определенно в этом что-то есть. Это изящные пируэты, хрупкие балерины, удивительные постановки. Эх, надо срочно сходить в театр. Надо. Ну, а пока мы будем собираться, предлагаю вместе с нашими телезрителями посмотреть наш следующий сюжет. Давайте посмотрим.
Завораживающая музыка, пластичные движения артистов и яркие декорации. Именно таким мы, зрители, видим балет. Предшествует этому сложный подготовительный процесс. Работа на репетиционной площадке проходит интенсивно и зачастую в режиме нон-стоп. Здесь оттачиваются и полируются до идеала каждое движение и даже взгляд артистов. Ну вот у нас в 10:30 класс-урок, бывает мы разогреваемся перед репетицией, ну и класс-урок обязательно для артиста балета. Вот. Потом в 12 часов приходит Валерий Русланович, и мы начинаем репетировать. Ну, по-разному всегда репетируем. Можем допоздна, можем и до обеда, ну, как бы до вечера, там, до 4, до 5. Хрупкие балерины и сильные танцовщики откровенно признаются, чтобы радовать зрителей и получать аплодисменты, приходится выкладываться минимум на 100%. Смотрите, чтобы добиться каких-то высот, ну, здесь надо постоянно в зале пропадать, то есть с утра до вечера. Приходить домой только поспать и обратно приходить в зал. Но это чтобы реально, чтобы чего-то добиться. Для Рустама Хубаева это 13-й сезон в театре оперы и балета. Когда-то он уверенно решил связать свою жизнь с хореографией и своей позиции не изменяет. Для него балет – это жизнь, и хоть в республике этот жанр пока недостаточно популярен, артисты прилагают максимум усилий для того, чтобы привлечь внимание зрителей. Потихоньку стараются выводить на новый уровень наши старшие, наши педагоги. Очень большое внимание в колледже искусств уделяют классике, отбирают лучших студентов, стараются найти по республике лучших студентов. Кстати, вот основная масса нашего коллектива, нашей труппы балетной составляют выпускники колледжа искусств. Поэтому будем стараться с помощью наших руководителей расти, стремиться к высшему, к лучшему. Сейчас труппа готовится к постановке знаменитого «Парфюмера». На сцене можно будет увидеть адаптацию произведений в авторском прочтении Валерия Суанова. Эта постановка для него вызов как для режиссера, так и для хореографа. Вдохнуть в жизнь главных героев, наделить какой-то особенностью всех жертв, показать запахи в пластическом спектакле и сделать их осязаемыми для зрителя – задача не из легких. Но каждый причастный к этому волшебному процессу, будь то солист или актер массовых сцен, даже на репетиции выкладывается так, чтобы на примере не оставить равнодушным ни одного зрителя. Айвен Гатехов, Юлиан Каталонский, телекомпания «Осетия». Ты знала, что у нас в городе помимо государственных театров есть и частные студии, в которых можно научиться всем тонкостям балета и посмотреть шикарные постановки? Да, и у нас в гостях представитель как раз такой студии Жанна Базаева. Жанна, доброе утро. Добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Вам спасибо. Очень приятно вас видеть в гостях. Ну, очень было бы интересно узнать о вашем балетном прошлом. Расскажите нам. Я закончила Академию русского балета в Санкт-Петербурге. Там я училась с детства, потом приехала здесь, работала в театре нашем музыкальном, теперь это театр оперы и балета. Ну и работала далее у Альбины Владимировны Баевой, в театре Обрядовом Арвайдан. Вот. А сейчас я преподаю. Вот скажите, пожалуйста, а с чего начать знакомство лучше с балетом? То есть людям, которые к нему равнодушны, может быть, но хотят приобщиться. Вот как правильно начать знакомиться с балетом? Да, это не так просто. Я думаю, что впервые человек должен попасть на хороший, стоящий спектакль. Потому что даже профессионалы не могут смотреть с удовольствием любой спектакль. Это нужно посоветовать, это должен быть хороший театр, чтобы человек как-то осознал, что это такое, и не отвернулся от этого сразу, потому что часто бывает, что люди этого не понимают, смотрят какую-то постановку не очень интересную, и им кажется, что это не то, что они искали. А если мы как раз-таки углубимся к вопросу постановок, какая ваша любимая постановка? Но я бы не выделила никакой постановки как любимую, потому что есть спектакли классические, это шедевры, и трудно определить, что из них любимое. Это такие спектакли, как «Жизель»,
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и так далее. То есть каждый спектакль хорош по-своему. Жанна, у нас для вас кое-что есть. Мы подготовили 3 фотографии, сейчас вам их покажем. И ваша задача будет узнать людей, которые изображены на этих фотографиях. Я думаю, вы это сделаете без труда. О, я уже вижу. Это наш выдающийся балетмейстер Валерий Суанов. И я очень рада, что знакома с ним. Работали мы даже вместе. Так, далее. Но Этого человека, я думаю, бесспорно вы, конечно... любимая всеми легенда нашего национального осетинского танца, неподражаемая Альбина Владимировна Баева, мой педагог в национальном танце. Думаю, этого человека Это Нодар. Всем очень известный, любимый Нодар. Легенда, естественно, также легенда национального танца мужского осетинского. Непревзойденный. Наша съемочная группа провела небольшой эксперимент на улицах города и выяснила, узнают ли наших выдающихся артистов горожане. Предлагаю вам вместе с нашими телезрителями посмотреть, как это было. Давайте посмотрим. Узнаешь, кто на фотографии? Узнаю. Нодар Плиев. Насколько я помню, Альбина Баева. Суанов. Валерий. Валерий, точно. Альбина Баева. Верно. Это из современных... Вот я затрудняюсь сказать. Узнаете кого-нибудь на фотографии? Альбина Баева. Плиев. Имя я забыла. Нодар. Нодар. А я боялась ошибиться. Нодар, да? Это... Ой, не скажу. Альбина Баева, кто ее не знает? А вы бывали на ее концертах? Один раз. И как вам? Как? Она высшего класса, танцовщица. Танцор. Плиев. Плиев, вот имя не помню. Нодар. Нодар, да, Нодар. Видел, как танцует. Плиев Нодар собственной персоной, солист ансамбля «Алан». Альбина Баева, солистка того же ансамбля. Правда, они солировали редко, потому что Плиев позже начал танцевать. Плиев с Касаевой танцевал, Картули там, и солировали они с Касаевой. Альбина Баева, солистка ансамбля «Алан». Ну, наверное, из молодых, современников, наверное. Слышали? Фамилия, да, на слуху, но, честно говоря, ни творчества не знаю, ни на концертах ни разу не была. Это Нодар Плиев, правильно? Правильно. Да. Ура! А что касается профессиональной карьеры, во сколько нужно отдать ребенка, чтобы он начал заниматься балетом профессионально? Я думаю, что с 3 лет можно отдавать. Конечно, понятно, что там будет немножко другая нагрузка, другой подход, другая методика преподавания. Но какие-то элементарные вещи все равно ребенок узнает, он соприкасается с музыкой, соприкасается с какими-то простыми движениями, и даже это уже вырабатывает в нем определенное направление, стиль. Внешность даже меняется у ребенка. А есть какие-либо требования именно на первоначальном этапе отбора? Может быть, какой-то должен быть как длина пальцев, не знаю, или подъем стопы определенный? Вот какие-то такие нюансы. Или все вырабатывается? Нет, конечно, для профессионального отбора, для отбора в академию, там очень серьезный, строгий подход и большие требования. Это внешние данные, сценические данные, конечно, это рост, пропорции, строение ног, строение корпуса, изгибы позвоночника, сколиозы, лордозы, это все не приветствуется. Пропорции, длина ног, рук, голова большая или небольшая. Серьезные требования. Да. А если уже в зрелом возрасте у человека есть такое желание научиться именно классическому танцу, стоит ли пробовать или все-таки уже по возрасту не положено поздно идти и что-то пробовать, учиться? Я думаю, что стоит обязательно. Я понимаю, что это будет не профессиональный танцовщик, это понятно всем. Но сейчас существует такое направление, как боди-балет.
Это взрослые люди, они занимаются хореографией. Происходит практически все то же самое, но с нагрузкой, соответствующей людям в возрасте. Да. Жанна, расскажите нам немного о вашей студии балета. Но студия у нас образовалась совершенно недавно. Там детки у нас от 3 до 10 лет. Мы планируем расширить такой возраст детский немножечко, чтобы постарше детки приходили. Занятия у нас происходят в прекрасном зале. Студия очень внутри наша уютная, красивая. Дети с радостью приходят. А вот скажите, активно ли приводят родители детей, пользуются ли большим спросом балет? Но у нас очень много звонков. Детки приходят, но и не так, конечно, как в студии национального танца, потому что, я еще раз повторяю, здесь намного сложнее. Это такое элитарное искусство, опять-таки повторяюсь. И еще не все родители готовы к этому. Мы уже выработали вектор направления нашей студии. Мы хотим, чтобы на основе хореографии, классической хореографии, образовался такой, создать какой-то синтез с национальной, то есть соединить это, показать через классику самобытность нашей республики, нашу историю, но все на основе классической хореографии. Жан, ну что, спасибо вам большое. Мы желаем вам, чтобы планы, которые вы задумали, чтобы они скорее осуществились, и чтобы вот эта интересная такая интерпретация у вас сложилась хорошо, успешно. И, конечно же, ждем вас у нас в уютной нашей студии в гости снова. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Спасибо. А у нас реклама, не переключаемся. Мы сегодня много говорили о разных танцевальных направлениях. И, конечно, нельзя упомянуть о национальном танце, который занимает в каждом регионе особое значение. Не зря на Кавказе говорят, танцевать танец – это как прожить жизнь за несколько минут. Издревле в танце молились богам, на языке танца выражали любовь и ненависть, радость и горе. Действительно, национальные танцы очень содержательны и, конечно, невероятно красивы. Ну и к тому же мы живем на Кавказе, и, возможно, для нас свое родное, оно всегда чуточку ближе. Соглашусь. Но иногда, даже находясь вдалеке от родины, можно не просто любить национальные танцы, а еще и популяризировать это направление. И у нас сегодня в гостях Георгий Цхавребов, основатель сети танцевальных школ jigit.ru в Москве, и Георгий Кадохов, художественный руководитель танцевальной школы jigit.ru. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Вам большое спасибо, что пригласили. Ну, для начала, Георгий, у вас хочется спросить, как ваша жизнь была связана с танцами еще до открытия танцевальных студий? Ну, хороший вопрос на самом деле, потому что те, кто меня знает чуть больше 5 лет, наверное, удивлены тем, что я занимаюсь танцами. Вот. Вообще в школе, в начальных классах я когда-то сам занимался танцами, и можно сказать, что я из 7 танцоров. Все мои двоюродные братья, родной мой брат, все двоюродные сестры, все занимались танцами, потому что наш дядя Бадрий Цхавребов, он, можно сказать, легенда Грузии. Он 23 года танцевал в национальном балете Грузии Сухишвили. Ну и, наверное, так получилось, что мне нужно было заняться этим. Вот так сложилось, что теперь я занимаюсь танцами. Такой достаточно интересный творческий путь. Да, все-таки, если не профессиональная деятельность как танцора, вы решили зайти немного с другой стороны и основать свою школу. Очень интересно. Скажем так, я отвечаю в нашем коллективе за все коммерческие, организационные вопросы, за маркетинг, за финансы. Ну, такой настоящий директор. Не знаю, мне приятнее называть себя просто менеджером. А Георгий Кадохов у нас, он тоже, помимо того, что он является художественным руководителем, он является тоже партнером. Есть у нас третий партнер, это мой родной брат Зураб Цхавребов, и они вдвоем отвечают за продукт, именно за обучение, за то, как работать с детьми, то, как работать с тем, как работать со взрослыми. Я отвечаю за упаковку, за финансы и за коммерцию. Это такой серьезный подход к Да, делу. очень серьезный подход. А я бы хотела спросить у вашего коллеги, Георгий, как начался ваш творческий путь? В танцах вообще? Да. С 5 лет. С 5 лет я пошел на танцы.
Позанимался один год у одного руководителя, второй год у второго руководителя. И, наверное, лет в 7 уже пошел в более профессиональный коллектив. Не буду сейчас сдаваться именно в название этих коллективов, в которых я занимался. Протанцевал там 6 лет. Потом, уже будучи выпускником школы, пошел в более продвинутый, скажем так, коллектив. Потом уехал в Москву. И там вы продолжили познакомились с заниматься. Георгием. Ну, немножко было немножко по-другому. Георгий человек предпринимательства, я человек творчества. То есть и вот мы абсолютно дополняем друг друга. Объединились, да, и просто получился Jigit.ru. Это был даже немножко неожиданно. Мне звонит, говорит, вот, я подумал, давайте-ка будем коллаборировать. Я говорю, да ладно. Я говорю, ну давай То есть сразу поддержали идею? встретимся и поговорим, чем мы можем друг другу быть полезны. Насколько я знаю, у вас уже 7 филиалов вашей школы в Москве и Московской области. И вот интересно именно узнать о том, с чего и как все начиналось. Да, начиналось все, как уже сказал Георгий, был один филиал. Он работал в Подмосковье, в Мытищах. На тот момент я понимал, что там занимается... Для Москвы это нормальное количество детей, но в целом это можно все масштабировать и делать из этого более интересный проект в целом. Было понимание, как это делать, ну и на фоне этого мы встретились, пообщались, расписали концепцию, поставили для себя определенную цель, что к 2019 году у нас должно быть 5 филиалов. Мы к этому филиалу, который уже работал у Георгия, в ноябре прошлого года открыли первый наш филиал, ну, получается, он уже второй. И образовалась сеть, сделали ребрендинг, то есть если до этого коллектив назывался Jigit, мы решили внести немного чего-то молодежного, потому что, в принципе, на мой взгляд, вся эта ниша для меня, как, опять же, для зрителя, как для человека, который около искусства, нельзя сказать, что я глубоко в искусстве, но я как минимум около него нахожусь. Мне кажется, что это немного уже все стало старым. Я думаю, что и вы понимаете, мы сюда пришли, отмечали уже это, то, что у вас много молодого коллектива, и это всегда хорошо. То есть должна приходить новая кровь, должны приходить новые люди и как минимум хотя бы что-то менять. Мы согласны с вами Вот, полностью. поменяли немного названий, добавили .ru. И в целом начали именно относиться к этому не только как к школе танцев, просто как хобби, а сделать это более профессионально и более масштабно. Можно вот добавлю вот по поводу, вы говорите, как идея родилась. Вот, основной идеей это, именно в Москве является дружба народов. То есть у нас полностью интернациональный коллектив. У нас занимаются там и корейцы есть, и цыгане, и молдаване. Кого у нас только нету, реально. И всем это интересно. То есть вот основная задача наша сделать кавказские танцы мейнстримом. В Москве кавказские танцы ассоциируются хиджаб, борода, там, с мусульманской темой. И лезгинка. Да, и лезгинка. Вот. Вы разрушаете стереотипы. Да. Мы хотим немножко пошатнуть хотя бы этот стереотип. Действительно, есть такое, то, что у людей, которые живут в Москве, почему? Сегодня день танго, и в Москве, в России в целом к этому танцу там, и вообще к танцам латинским относятся с большим интересом. Но почему-то для многих удивление бывает, там, типа, я русская, почему я должна пойти в школу кавказских танцев? Хотя кавказский народ и кавказская культура гораздо ближе русскому народу. И как раз-таки мы и делаем. То есть за счет маркетинга, за счет упаковки, за счет смыслов, которые мы внедряем в наши рекламные кампании. Мы привлекаем большое количество именно, скажем так, не нашей целевой аудитории. Знаете, какой контраст, когда вот мальчик-блондин, голубоглазый, выходит и танцует симт с девочкой. Это, и когда он танцует наравне с Остином, то есть есть То есть настоящая такая дружба народов. Да, именно так. В этом и ваша, наверное, фишка, ваша особенность, то, что отличает вас от многих других похожих студий и школ. Я вам больше скажу. Сейчас нас отличает от наших партнеров, скажем так, от наших друзей, конкурентов и так далее, то, что мы самый крупный коллектив в Москве сейчас. Но не могу не спросить, а есть уже какие-то планы на будущее? Возможно, не за горами открытие 8-й школы. Поделитесь секретом. Да, мы, к счастью, наверное, не мыслим такими категориями открытия 8-го филиала. У нас не стоит вопрос открыть один филиал. Мы за год выросли на 700%.
Поэтому задача именно сохранить именно этот тренд и эту динамику В роста. следующем году у них их В следующем году 14. мы планируем, да, минимальное количество филиалов, которые мы откроем, это будет 7. Еще хотела бы у вас узнать, до какого возраста вы считаете можно танцевать? Можно вопросом на вопрос вам отвечу? Вы знаете Нодара Плиева? Конечно, Сколько ему знаю. лет? Ну, немало. Ему больше 70 лет, на самом деле. А он до сих пор стоит на пальцах. То есть, А если учиться Да, танцевать? учиться именно. Если по опыту говорить, то к нам приходят, даже бабульки приходят, там, 55, 60, 65. Сейчас бы моя бабушка категорически бы возмутилась. Бабулька, ну, 55 это, конечно, не бабулька, имеется в виду там, даже 60-летние иногда приходят. Наш корреспондент Зарина Бабачиева подготовила сюжет о людях, для которых возраст не преграда для того, чтобы танцевать и получать от этого огромное удовольствие. Я предлагаю нам всем вместе посмотреть, а вам, ребята, мы хотим сказать огромное спасибо за то, что вы, я знаю, буквально недавно только прилетели, да, буквально вчера, и практически с самолета оказались у нас в студии. Спасибо большое, что поделились полезной информацией, что делаете такое хорошее, интересное и благое дело. Спасибо. Сейчас на сцене занимаются юные танцоры, но совсем скоро они уступают место старшему поколению – фольклорно-этнографическому ансамблю «Кубады». Возраст здесь не играет роли. Всех этих людей объединяет любовь к осетинскому танцу. Ансамбль «Кубады» основал музыкант Хашби Коков. Первых желающих научиться танцевать искали по соседям, через друзей. Коллективу уже больше 30 лет, а энтузиастов старше 50 становится все больше. В каждом из этих исполнителей есть стремление воплотить давнюю мечту, ведь профессионально танцами они никогда не занимались. Когда я пришла на концерт в октябрь, я увидела, как там танцует коллектив, где участвуют старики. И мне захотелось тоже прийти. Хотя моя и фигура, и мой возраст уже не позволяет этого. Несмотря на это, я очень люблю осетинские танцы. Народными танцами коллектив уже покорил зрителей в Италии, Венгрии и Польше. Они выступают на городских праздниках и побеждают на международных конкурсах. Репетиции коллектива со дня основания проходят в Доме культуры имени Костахи Тагурова. Поэтому коллектив носит название произведения великого поэта. У русских есть баян. И я подумал, у нас есть Кубады, слепой музыкант, который ходил в народ, собирал людей вокруг себя. Вот казитель. Вот я подумал как-то и назвал этот ансамбль «Кубады». Фатима Мильзахова танцует в ансамбле почти 7 лет. Для нее репетиции как спорт. Говорит, что после занятий чувствует себя энергичнее, а еще больше заряжает реакция зрителей после выступлений. Танцуют молодые, танцуют юные, и выходим мы. Это совершенно другие аплодисменты бывают. Вот репетиции наши, да, я не могу сказать, что они стабильные, потому что все возрастные люди, все работают. Кто-то работает, кто-то сегодня может, кто-то не может, кто-то на следующей репетиции может, не может. Поэтому собрать нас очень тяжело, но все равно мы приходим. Выступление ансамбля «Кубады» больше похоже на осетинские обряды. Это не просто танцы, это реконструкция народной жизни, которая так тесно переплетена с культурой. Зарина Бабачиева, Александр Левченко, Суслан Кумаев, телекомпания «Осетия». А пока мы смотрели сюжет, к нашему утреннему столу присоединилась руководитель хореографической студии «Хоран» Елена Адамбегова. Елена, доброе утро. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Лена, скажите, как начался ваш творческий путь в танце? Была ли это любовь с первого взгляда? Вот как раз, может быть, у многих так и бывает зачастую, то, что с первого взгляда. У меня как раз было наоборот. Меня, можно сказать так, если так можно сказать, из-под палки заставляли. Да, то есть я не хотела танцевать, но со временем я на самом деле влюбилась в это дело, и уже в таком юном возрасте я знала, что я продолжу свой путь именно по этой линии. Да, но изначально я не хотела танцевать, и меня именно заставляла моя мама, за что я сейчас благодарна ей, то, что она не бросила это дело и заставила меня, я продолжила. Мама видела путь. потенциал. Да, наверное, да. Лена, скажите, какое значение, на ваш взгляд, имеет национальный танец? Важно ли уметь его танцевать? Конечно, особенно для детей. Я считаю, что это такой очень важный вопрос. И выступая на сцене, где-то на международных фестивалях,
закаляется такой патриотизм, дух патриотизма, дух чувства гордости за свою нацию. И, знаете, такое как общение между поколениями. Я считаю, что это важно сохранять. И важно, чтобы дети знали, кто они, и знали свою национальную культуру. А вот когда, Лен, пришло к вам осознание того, что хотите это все развивать, что хотите открыть свою школу-студию, что хотите преподавать уже? Ну, тоже это было на ранней стадии моего становления. Я училась на тот момент в колледже культуры, в Республиканском колледже культуры. И у меня даже была такая договоренность с родителями, что если продолжать этот путь, то только в дальнейшем, чтобы было что-то свое, чтобы я открывала свой коллектив, чтобы я обучала детей. То есть я изначально к этому шла. И то есть серьезно так поставили цель и к ней пришли? Да, я именно изначально этого и хотела. То есть к этому шла. А сколько сейчас у вас занимается в студии детей и взрослых? Ой, ну у нас детей много, немало групп. Взрослых у нас только одна группа, любительская, а детей у нас каждый день по 3-4 группы занимается. Так что, очень такой большой интерес, чему я рада, к национальной культуре, к национальному танцу у детей. Такой большой спрос, наверное. Да, большой спрос, и родители очень хотят, чтобы их дети танцевали, и дети сами с огромным желанием ходят, так что это такой большой плюс, да. А мне вот интересно, как вы успеваете совмещать руководство хоть и одной, но не маленькой танцевальной студии и материнство? Насколько мы знаем, вы относительно недавно впервые стали мамой. Да. Ну, это, конечно, мои помощники. Мне очень помогают наши хореографы, у меня много помощников. И если бы не они, конечно, мне было бы тяжело. Так что мы совмещаем и... Они мне помогают, и я им помогаю. Естественно, без их помощи мне было бы сложновато. Совместным трудом, в общем. Мы сегодня много говорили о танцах, о разных танцах. А вот было ли у вас когда-нибудь желание более профессионально научиться танцевать что-то вот помимо народных национальных танцев? Да, конечно. Я в 2017 году была в Барселоне и ходила на концерт. Мы были на концерте с мамой и видела фламенко вживую. И я себе поставила цель, что я обязательно должна, я уже даже узнала, какие курсы в Мадриде, что это. То есть я бы очень хотела пройти курсы и обучиться. Я понимаю, что это дело не одного, не 2 дней, но хотя бы самой соприкоснуться с этим и чему-то научиться. То есть это в планах, да? Да. В планах. Ну, мы вам желаем, чтобы поскорее вы смогли это реализовать. Лена, еще хотела у вас спросить, есть ли какие-то планы по расширению вашей студии? Может быть, планируете открыть еще одну студию в городе? Целую сеть, да, например? Или в районах нашей республики? Может быть, даже в Москве? Ну, знаете, во-первых, у меня большая студия, да, то есть там она требует немало времени, усилий для того, чтобы ее поддерживать и чтобы дело шло как нужно. И я считаю, что у нас в городе очень много студий, то есть... можно было бы, наверное, но на данный момент я об этом пока не задумываюсь, потому что у нас очень много коллективов, и я не считаю, что пока мне это нужно. Лена, а вот вы говорили то, что у вас такой достаточно хороший коллектив, сплоченный. А на какие соревнования вы выезжаете? Какой ваш последний, скажем так, выезд на соревнования? Мы выезжаем на международные конкурсы и планируем дальше также ездить. Но последний раз мы участвовали тоже на международном конкурсе в городе Сочи. Там мы заняли 2-е призовое место. И в планах хотелось бы немножко расширить нашу геопозицию и выехать за пределы России, но, надеюсь, у нас получится это сделать. Я знаю, что вы сегодня пришли не одна, с вами ваши воспитанники, и специально для наших телезрителей они подготовили традиционный национальный танец хонга. Вам, Лена, спасибо, что были сегодня утром вместе с нами. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Это были «Канарейки». До новых встреч!